Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Бадра Гумба принял верительные грамоты у послов России и Южной Осетии. В АГУ начались вступительные экзамены. В этом году университет предлагает 42 образовательные программы. Комплекс очистных сооружений в Нижней Шере круглосуточно принимает и фильтрует сточные воды Сухума. В селе Лыхны начались съемки киноленты «Абхазское вино» с участием российских актеров. В администрации президента состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот новоназначенными главами иностранных дипломатических миссий. Свои полномочия главе государства Бадре Гумба официально представили чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Вячеслав Гладков и чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии Астамур Кация. Церемония прошла в присутствии вице-президента Беслана Бигвава, премьер-министра Владимира Делба, спикера парламента Лаши Ашуба, министра иностранных дел Олега Барцец. Президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гумба. Открывая церемонию, президент тепло поприветствовал назначенного в июне 2026 года посла России в Абхазии Вячеслава Гладкова. Поздравляя российского дипломата с официальным вступлением в должность, Бадра Гумба выразил уверенность, что его высокий профессионализм придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Нас искренне радует, что дипломатическое представительство Российской Федерации в Республике Абхазия возглавил опытный государственный деятель. Уверен, что ваши знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов будут способствовать дальнейшему укреплению абхазо-российских отношений. Глава государства выразил глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за неизменное внимание к Республике Абхазия. Убежден, что в период вашей работы двустороннее сотрудничество будет и впредь динамично развиваться по всем ключевым направлениям. Абхазия – страна с древней и богатой историей. История абхазской государственности насчитывает более 1200 лет, и мы бережно храним это бесценное наследие. Уверен, что вы полюбите Абхазию, ее прекрасную природу и гостеприимный народ. Посол России Вячеслав Гладков подтвердил неизменность курса Российской Федерации на оказание всемирного содействия Абхазии в обеспечении ее надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства. В этом году исполняется 18 лет со дня признания независимости Российской Федерации Республики Абхазия. За этот небольшой исторический период двумя странами удалось сформировать обширную правовую базу, которая позволяет сформировать контур обороны и безопасности, обеспечить устойчивость социально-гуманитарного и экономического сотрудничества наших народов. Учитывая успешную реализацию совместных проектов, которые сейчас реализуются в Республике Абхазия, этот пример является успешным посылом для наших народов в части того, что сохраняется историческая память наших народов, создаются новые и бережно сохраняются духовно-нравственные ценности. И все это делается для того, чтобы воспитание подрастающего поколения наших стран сохранялась историческая правда
и традиционные ценности для наших независимых государств. В этот же день верительные грамоты президенту Абхазии вручил новый чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии Астамур Кация. На этом дипломатическом посту он сменил Олега Бациева, который ушел из жизни в августе 2025 года. Приветствуя дипломата, глава государства отметил, что Абхазию и Южную Осетию связывают исторические и братские отношения. В основе этого прочного союза, по словам президента, лежат общая судьба, глубокое взаимное уважение и многолетняя искренняя поддержка друг друга во всех ключевых вопросах. Вместе мы прошли непростой путь становления и международного признания наших республик. Сегодня мы продолжаем укреплять политический диалог, развивать торгово-экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество. Последовательно расширяем взаимодействие по всем направлениям. Убежден, что ваша деятельность на посту чрезвычайного и полномочного посла будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими государствами. В ответном слове Астамур Кация поблагодарил президента за теплый прием и заверил, что на своем посту приложит все усилия для дальнейшего расширения практического сотрудничества между Сухумом и Цхинвалом. В своей деятельности на посту посла я буду стремиться к дальнейшему развитию и углублению межгосударственных отношений, координации усилий во внешней политике и укреплению союзнических отношений с Российской Федерацией во благо наших стран. Благодарю за теплый прием и выражаю уверенность в успешном сотрудничестве. Прошедшие торжественные церемонии вновь подчеркнули неизменность внешнеполитического курса Абхазии, направленного на углубление стратегического партнерства и укрепление всесторонних связей со своими ключевыми и проверенными временем союзниками. Гугу Цавардания, Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. После церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча Бадры Гунба с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым. Уважаемый Вячеслав Владимирович, я рад вас приветствовать, благодарю за ту поддержку, которую оказывает руководство Российской Федерации. Действительно, сегодня это взаимодействие развивается многовекторно по всем направлениям, начиная от военного сотрудничества до социально-экономической поддержки Республики Абхазия. Сегодня непростая международная повестка. Мы знаем, что серьезные процессы происходят вокруг России, и мы хотели бы еще раз подчеркнуть и заверить руководство Российской Федерации, народ Российской Федерации, что мы оставались и остаемся надежными партнерами и союзниками для великой России. Конечно же, мы эту работу должны будем наращивать и выстроить особые взаимоотношения, которые позволят на века расширять все эти возможности в рамках нашего взаимодействия. Для меня это новое направление в моей биографии. Внешнеполитической деятельностью я никогда не занимался. Всю жизнь работал в исполнительной власти, органах местного самоуправления, государственной власти в нескольких субъектах Российской Федерации. И я очень нахожусь чуть больше недели. Я вам благодарен лично за то внимание, душевность, переживания, которые вы оказываете при вхождении в исполнении данных полномочий. Потому что действительно вижу, как вы переживаете за и принимаете личное участие в решении проблем для жителей, потому что, мне кажется, это самое правильное, что может быть делать любая власть в любом государстве, делать все от нас зависящее, чтобы наши жители и Абхазии, и Российской Федерации приложу весь свой небольшой опыт к тому, чтобы выполнить все поручения президента Владимира Владимировича Путина. И, конечно же, постараюсь максимально быстро познакомиться со всеми руководителями республики, как в исполнительной власти, так и в законодательной, и с органами местного самоуправления. Постараюсь все сделать для того, чтобы оправдать все надежды на развитие наших дружеских стран между нашими независимыми государствами. Спасибо вам. Бадра Гунба также встретился с послом Южной Осетии в Абхазии Астамуром Кация.
Братские взаимоотношения народов Южной Осетии и Абхазии имеют под собой огромную историческую значимость и серьезную ответственность нас с вами, как людей, которые должны расширить эти исторические узы, связи между нашими народами. Народы Абхазии и Южной Осетии прошли непростой путь самосохранения и, конечно же, международного признания. Я считаю, что у нас одинаковая история, путь, через который мы поколениями боролись за свою свободу и независимость. Сегодня перед нами стоит серьезная задача сохранения этого статуса, международное широкое признание. Мы, конечно же, не собираемся отказываться от этого главного нашего достижения и расширять уровень признания. А братские взаимоотношения нам позволяют это делать совместно. И уверен в том, что ваши усилия будут полезны в рамках тех задач, которые стоят перед нашими республиками. Спасибо вам большое за оказанное доверие. Это серьезная миссия. Абхазский народ и юго-осетинский народ с глубоким уважением друг к другу относятся. И у нас путь един, как вы сказали, у нас цели и задачи одни. Наш путь был сложный, но достойный к свободе и независимости. Поэтому я понимаю всю ответственность, которую на меня возложил юго-осетинский народ. Буду готов и рад сотрудничать с вами в дальнейшем. Спасибо вам большое. По инициативе президента Бадры Гумба состоялась встреча участников консультативного совета при главе государства с новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Вячеславом Гладковым. Представляя лидеров политических организаций новому послу, президент Абхазии отметил, что народ республики в самые сложные периоды своей истории всегда сохранял единство. Бадра Гумба подчеркнул, что несмотря на разные подходы к отдельным вопросам, все общественно-политические силы Абхазии едины в отстаивании государственной независимости, сохранении культуры и национальных ценностей. Президент особо подчеркнул, что все ведущие политические силы Абхазии солидарны в отношении к Российской Федерации. Они твердо выступают за развитие всесторонних связей и стратегического партнерства. Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в конструктивной и дружественной атмосфере. На заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике под председательством Даута Хутаба были рассмотрены изменения, которые президент Бадра Гумба предлагает на правах законодательной инициативы внести в закон о статусе депутата Народного собрания и в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания. Два из них, касающиеся обязательного принесения присяги депутатами и ограничении права баллотироваться гражданам, осужденным за преступления, рекомендованы к принятию в первом чтении. Вместе с тем депутаты не рекомендовали к принятию в первом чтении изменения в законе, которые предлагают дифференцированный подход к срокам вступления в силу языкового ценза. Делегация Абхазии во главе с руководителем администрации президента Бесланом Эшба принимает участие в Российской креативной неделе в Москве. Российская креативная неделя – главное федеральное событие в сфере креативной экономики. С 2020 года мероприятие формирует визионерскую повестку, новые тренды, практические бизнес-решения, инвестиционное пространство, партнерство, проектирует совместные стратегии развития будущего страны в креативной экономике. Для нас, во всяком случае, абхазская делегация, которая была приглашена на креативную неделю, прошла очень плодотворно. Мы побывали на двух серьезных сессиях, где обсуждали возможность привлечения вот такого серьезного направления, как развитие креативной экономики. Мы видим в этом большие перспективы по применению на территории Абхазии. Учитывая, что для нас это новое направление, хотя у нас есть что демонстрировать, делиться впечатлениями, культурой,
очередь, да, и всем тем, что сегодня есть у нас на территории. Так. Что было полезного? Полезного опыт, подходы к реализации задач, которые стоят для развития страны, республики нашей. Вот. Это самые разные направления. В первую очередь, конечно, туризм, развитие культуры. А когда они идут вместе, они дают хороший туристический продукт, продвигают нашу культуру. Вот. И на это надо будет смотреть, с этим надо будет знакомиться. Это будет больше привлекать туристов, для того, чтобы чаще посещали Абхазию. Спасибо. Вице-премьер Вараздат Минасян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия посетили хозяйства в Гудаутском и Гагрском районах, подавшие заявки на участие в программе. В Гудаутском районе они проверили хозяйства Даура Мишеля, Дмитрия Харазия и Анатолия Хагош. По итогам инспекции их проекты признаны несоответствующими критериям программы. В Гагрском районе комиссия ознакомилась с работой форелевых хозяйств Абраскил и Христофор, которые рассчитывают получить субсидии на расширение производства. После завершения всех проверок конкурсная комиссия примет решение о предоставлении государственной поддержки. Программа направлена на развитие местного производства и эффективное использование бюджетных средств. В Абхазском государственном университете началась горячая пора вступительных экзаменов. В этом году в университет подали заявление рекордное количество абитуриентов. Как проходят экзамены и какие направления пользуются большим спросом, узнавала Нала Чкинджери. В руках абитуриентов листок, ручка и билет. Будущие студенты АГУ проходят важный этап в своей жизни. Ведь к этому дню они готовились тщательно и с волнением. В Абхазском университете начались вступительные экзамены. На протяжении этого года я занималась в школе предвузовской подготовки. Хочу сказать огромное спасибо нашей преподавательнице по биологии Хачевой Софье Ларионовне, которая нас готовила. Сегодня по биологии я получила 5 благодаря ей. Я поступаю на физико-математический факультет, направление прикладная математика и программирование. Ну, я думаю, я наполовину готова, но я сомневаюсь немного в себе. Меня поддерживают мои друзья и родственники. Ну, волнение все равно присутствует. Ну, я знала, что будет 100% что-то связано с математикой, а дальше мне уже помогала моя классная руководительница в школе, и моя мама тоже помогала. Много уже с кем знакомы, и с олимпиады, и с занятий. Уже есть друзья. Я поступаю на физмат, на прикладную математику, информатику. Буду сдавать сегодня экзамен. Ну, я нервничал до экзамена, готовился нормально так. Думаю, сдам. После этого у меня еще 2 экзамена, физика и русский. Ну, тоже, думаю, сдам. Самый сложный сейчас сегодня будет. А почему именно АГУ? Ну, нравится так. Как бы здесь живу всю жизнь. В этом году в Абхазский государственный университет подали на обучение 962 заявления, что на 60% больше предыдущего года. Нужно отметить, что почти половина из заявок поступила именно из сельских школ. Приемная комиссия акцентирует свое внимание на выпускниках сельских школ. Средний балл аттестата выпускника сельской школы составил по итогу приема 4,7%. Между тем, как средний балл аттестата выпускника городской школы 4,6%, практически одинаковый. В этом году мы объявляем 2 новых образовательных проекта. Магистерская программа «Экономика и финансы» туристско-рекреационной системы на экономическом факультете и магистерская программа землеустройства и кадастра на факультете географии и туризма. Рабия Беквава – выпускница 5-й Сухумской школы. Ей всегда были по душе биология и химия. И поэтому выбор профессий для нее был очевиден. Девушка поступает в родной университет на факультет биологии и биомедицины. Это сегодня первый день, первый экзамен. Честно, очень волнительно. Переживаем. В принципе, вчера все эти дни повторяла все, что проходили. Надеюсь, что на экзамене не растеряюсь и расскажу. Познакомилась с девочками, с мальчиками. Все очень
очень такие хорошие, положительные вообще, все веселые, так что, думаю, нам будет весело вместе. Биохимия – это именно то направление, которое мне больше всех понравилось, и представляю будущее именно там. Как и в прошлые годы, самым популярным направлением среди абитуриентов пользуется экономический факультет. Только туда было подано 414 заявлений. 102 обращения подано на факультет истории и международных отношений. На юридический факультет 85 заявлений. Меньше всего заявок на педагогические специальности. Контрольные цифры приема, утвержденные президентом страны, учредителем Абхазского государственного университета, составили в 2026 году 397 бюджетных мест, в том числе по программам бакалавриата специалитета 363 бюджетных места и 34 по программам магистратуры. 79 бюджетных мест уже распределены по итогам Олимпиады школьников «Путь к вершинам» среди победителей, призеров Олимпиады школьников 2026. Оставшийся объем контрольных цифр приема 284 бюджетных места будут распределены по итогам вступительных испытаний. Абхазский университет в 2026 году объявил прием абитуриентов по 38 направлениям подготовки специальности на 42 образовательные программы. Вступительные экзамены будут длиться до конца июля. Нала Чхиндерия, Ля Самичба, Абхазское телевидение. Первый рейс из Челябинска приземлился в международном аэропорту Сухум имени Владислава Ардзенба. По традиции воздушное судно встретили на перроне водной аркой. Маршрут осуществляет авиакомпания «Нордвинд». Запуск данного направления расширяет географию полетной программы Сухумской авиагавани и обеспечивает прямое авиасообщение с одним из крупнейших промышленных и деловых центров Уральского федерального округа. Билеты доступны на официальном сайте перевозчика. В селе Нижняя Ишера комплекс очистных сооружений продолжает круглосуточную работу, ежедневно очищая сточные воды Сухума и Сухумского района. Инфраструктура обрабатывает до 70 тысяч кубических метров сточных вод в сутки, обеспечивая экологическую безопасность прибрежной зоны. Дамей Акшба выехал на место и посмотрел, как все работает. Комплекс очистных сооружений в селе Нижняя Ишера уже почти 10 лет обеспечивает бесперебойную очистку сточных вод, поступающих из Сухума. Объект был введен в эксплуатацию в 2016 году и сегодня является одним из важнейших элементов городской системы водоотведения. Именно здесь ежедневно проходит многоступенчатая очистка канализационных стоков, прежде чем очищенная вода возвращается в окружающую среду. Процесс очистки состоит из нескольких этапов. На первом этапе специальные решетки задерживают крупный бытовой мусор. Затем сточные воды проходят через песколовки, где удаляются песок и другие тяжелые механические примеси. После механической очистки вода поступает в резервуары биологической очистки. Вот здесь разводятся бактерии, жизнедеятельность поддерживается кислородом, он как раз сейчас компрессор работает, кислород воздух подает. Разделена вся эта система на 3 линии. Одна линия, вторая линия, третья линия. 2 линии всегда работающие, 1 линия резервная, которая выводится периодически, когда нужно какая-то из них на ремонт. Бактерии вот здесь выращиваются, они кушают. Почему грязи мало? Особо нету, потому что вот эти бактерии не съедают. Затем вода проходит процесс вторичного отстаивания, после чего переходит в контактный резервуар, где смешивается с хлором, который убивает те самые бактерии, ранее ее очищавшие, и вода становится чистой. Туда перекачивают. Вот вы сейчас видите очищенную воду. Вы там видели грязную воду, а сейчас я вам покажу чистую воду. Вот, пожалуйста. Вот чистая вода, которая сегодня идет в море. В принципе, если я сейчас его в стакан налить, от
Питьевой воды на внешний вид не отличается. Все производственные процессы на очистных сооружениях находятся под постоянным контролем специалистов. Регулярно проводится мониторинг качества поступающей и очищенной воды, а также технического состояния оборудования. Всего в комплексе работают около 33 человек. 3-4 смены по 24 часа. Сутки работают, 3 суток выходной, 4 часа постоянно за ним следят. Вот это все. Это от жителей нашего города. Вот эти палочки, вот эти влажные салфетки, которые гробят канализацию. Вот это, что на ремонте стоит из-за того, что бросают влажные салфетки, палочки. Хотелось бы обратиться к людям, чтобы они внимательно послушали. После всех 4 этапов очистки воды лаборанты проводят анализы, чтобы поставить оценку качества воды. Самые ключевые показатели загрязнения воды – это у нас химически поглощенный кислород, биохимическое потребление кислорода, взвешенные вещества. Они показывают процент загрязнения воды, насколько вода очистилась. Процент очистки у нас доходит до 90%. 90-95%, можно сказать, уже даже 100%. Сегодня комплекс продолжает работать в круглосуточном режиме, ежедневно принимая и очищая сточные воды. Дамей Акшба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Более 100 человек на сцене, живой оркестр, яркие костюмы и бессмертная французская классика. В Рустраме показали оперу «Кармен». В зале полный аншлаг, ведь увидеть легендарную постановку в Абхазии – уникальная возможность. Опера в постановке главного режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Лейсан Сафургуловой прошла в рамках 8-го фестиваля «Гранд Опера Гала». Главные партии представили ведущие абхазские приглашенные солисты в сопровождении Ростовского академического симфонического оркестра и Абхазской государственной хоровой капеллы. Этот выбор спектакля, он очень органичен, очень уместен вот для нас, для юга, для нашего темперамента, для нашего уклада жизни. Фестиваль этот мы начинали в 2015 году, и то, что он сегодня живет, радует и из года в год развивается под художественным руководством Саида Габечия, меня, конечно, бесконечно радует. Мы были на открытии в Пицунде, и сегодняшний «Кармен» – это, конечно, еще один прекрасный вечер, который Саид подарил нашим зрителям. Мне нравится, что помимо туристов, вот таких, как я, приехавших из Сочи, очень много местной аудитории, очень много не только женщин, но и мужчин. И это круто, когда такое большое искусство привезли в республику Абхазия, потому что у нас в Сочи подобных постановок нет. Нам нужно ехать в Москву или в Санкт-Петербург, чтобы увидеть такого уровня оперу. Очень теплые слова хочется сказать в адрес организатора Саида Габечия, потому что собрать столько музыкантов и представить на таком очень высоком профессиональном уровне, конечно, требует колоссального труда, и я желаю больших успехов. Я ни разу не был на «Кармене» Жоржа Бизе, но очень хотел бы посмотреть. И когда узнал, что у нас происходит оперная такая постановка в концертном стиле, я не мог пропустить. Самая большая моя благодарность – это зрителям, которые заполнили зал. У нас нет ни одного свободного места. Все билеты проданы. И это значит, что зритель тянется к классическому искусству, и зритель поддерживает этот фестиваль «Гранд Опера Гала», наш театр. Зритель должен забрать с собой не мысли, а чувства, эмоции, ощущения, впечатления. Погрузиться в эту музыкальную ткань невероятной красоты, слушаться, почувствовать атмосферу, энергию, которая идет со сцены, и красоту музыки. Потому что мы отвыкли от красивой музыки, к сожалению. То, что нас окружает, и то, что слушают миллионы, это далеко от гармонии. Классическая музыка – это то, что делает человека лучше, чище, светлее. В
Абхазии приступили к съемкам нового художественного фильма «Абхазское вино», который станет путешествием сквозь время и пространство. Жанр картины – роуд-муви, и в основном все действия происходят в нашей стране. В фильме будут активно использоваться архивные кадры. Подробнее о том, как прошел первый день съемок, о чем будет кино и кто его снимает, в репортаже Ирены Богателя. Дорога перекрыта, и проезжающие мимо автомобили останавливаются в недоумении. Звучит громкий голос, тишина на площадке. В живописном селе Губ стартовали съемки нового кинофильма «Абхазское вино», основанного на одноименном романе известного абазинского писателя Олега Этлухова. Работа кипит, и съемочная группа отмечает первый день съемок, разбивая расписную тарелку и забирая по кусочку на память. Сюжет фильма разворачивается в 2006 году, спустя 15 лет после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Он строится на воспоминаниях главной героини о войне и посвящен добровольцам, участвовавшим в этих событиях, а также братским народам, которые разделили судьбу абхазского народа. Это про людей, про судьбы, про одиночество и про большое судьбоносное путешествие. У нас большая часть группы абхазская, у нас есть часть группы, которая приехала из Москвы, а еще часть группы, которая приехала из Питера. Поэтому такой вот интернациональный состав, мне кажется, это всем будет на пользу и будет интересно. Среди участников съемок как талантливые абхазские актеры, так и известные российские. Идея экранизации родилась у автора книги Олега Этлухова 2 года назад. И вот после получения финансирования от Министерства культуры Российской Федерации масштабная работа началась полным ходом. У нас главные герои, они абазины, и едут из Черкесска в Абхазию. В основном все действие происходит в Абхазии. Это такой жанр роуд-муви про путешествие, да, и путешествие не только географическое, но в том числе и во времени, потому что сюжет строится в основном строится на воспоминаниях главной героини, о ее матери. Там у нас будет, в частности, использоваться еще архивные съемки. Это такое перекликание, воспоминания о нашей войне. Фильм призван познакомить широкую российскую аудиторию с современной Абхазией, ее богатой культурой, великолепной природой и знаменитым гостеприимством. Премьеру картины ожидают уже в следующем году, и она обещает стать важным событием в культурной жизни страны. Ирена Богателя, Давид Хашик, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, 18 и 19 июля в Абхазии ожидается переменная облачность. В воскресенье местами возможны осадки, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 26 градусов. Абриала Уахатбе Хадыратараква программа Харукшоп Ацхалп Хафевайт Абзер.